Мухтар Идигович Илиев, участник Великой Отечественной войны. Его судьба – пример того, как нужно проходить жизненный путь. Каждый день наш герой проживал как последний. Слишком рано, совсем юным, он понял цену времени. Слишком много ему, прошедшему через всю войну, пришлось видеть, как внезапно обрывается человеческая жизнь. Илиев Мухтар Идигович родился в селе Галга-Юрт пригородного района Ингушетии. Был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию в апреле 1939 года. Воевал в Великой Отечественной войне в основном на центральном направлении. Он был защитником Москвы. Далее он воевал на Втором Украинском фронте под командованием маршала Малиновского. Также он участвовал в освобождении европейских государств, в том числе воевал в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии и дошел до Берлина. Был демобилизован в 1946 году. К сожалению, в Музее краеведения не так много сохранившихся данных на участника Великой Отечественной войны. Мухтар Илиев попал на войну, как и многие со службы в армии. Сложный боевой путь нашего героя начался с подмосковной Коломны и завершился в Берлине. Мухтара я помню с 10 лет, мне сейчас 70 с лишним лет. Мы жили рядом, в Природном районе жили рядом. Он был человек большой души. Как пошел на фронт, там, наверное, говорили. Но не на фронт пошел, он был призван в армию. Добровольно пошел в 17 лет, в 1939 году. Войну застал во время службы своей. У них семья была, их было 4 брата и 1 сестра. Отец наш был самый младший. Семья у них как вот переселились в город, жили в Камелевке. Но в момент депортации жили они, оттуда была депортация, жили в Камелевке. Вот отца забрали в армию в 1939 году с Камелевки, тогда они жили там. Ну, деда уже тогда не было. Ему тогда было всего лишь 17 лет. Он фактически был 22-го года рождения. Тогда положение было неважное, мать была больна, отца не было. Он вместо своего старшего брата, чтобы ее не отправить, сделал там, не знаю каким образом, документы 17-го года рождения, он пишется 17-го, и ушел в армию. Волей судьбы Мухтар Илиев, пройдя через самое пекло войны, остался жив. Конечно, не обошлось без ран. Немало этих ран было, наверное, и на сердце. Но о них он, как вспоминают близкие, больше молчал. С самого начала и до конца, до последнего дня воевал. Он был командиром орудий дальнобойного. Он рассказывал, что, по-моему, 7 раз ему поменяли расчет, погибал расчет. Каждую ночь он говорил, что никогда не думал, что доживет до утра или до следующего дня. Один раз он рассказывал, ему галифе даже, шинель снесло осколком от бомбежки. Я расскажу один эпизод, который слышал от него лично сам. Советские войска пошли в атаку, и вражеские дальнобойные орудия, в общем, артиллерия не давала подняться им, пришлось залечь. И командир батареи к Мухтару обратился: тебя зовут к рации. Он подошел, командующий армией Малиновский был, Родион Малиновский, после он был министром обороны Советского Союза, лично позвонил и сказал: если вы, сержант, он тогда сержант, командир орудия был, если вы в течение 3 выстрелов подавите эту точку, я вас нагружу орденом. И Мухтар подавил эту точку. Лично, после пришли наградные листы, подозвал своего орденосца и сказал: что у нас есть? Орден славы у нас есть 3-й степени. И вручил прямо на позиции.
Начавшийся, как уже говорилось, с призыва в 1939 году и службы в армии военный путь Мухтара Илиева протянулся до взятия Берлина в 1945-м, а после он еще год передавал накопленный опыт новобранцам на Дальнем Востоке. Как в 1941-м Отечественная началась, его забрали оттуда, начиная с подмосковного города Коломны до Берлина. В 1945 году, когда праздновали победу нашу, он был в Берлине. После этого он еще год служил, обучал молодых тем знаниям, которым он прошел всю эту войну. Мухтар Илиев избежал демобилизации и депортации в 1944 году, конечно же, и потому, что ему повезло с командованием. Но решающую роль в этом сыграли его личные качества и боевые заслуги. Командиры не хотели терять такого бойца. Ингушей после депортации 1944 года снимали с фронта и высылали. Такой же вопрос стал, касаясь Мухтара. Командир полка сказал, если Мухтар не имеет права воевать, как я имею? И он остался. В 1946 году только вернулся. Отец, вот по его рассказам, когда он еще был на фронте, он не знал, что нас депортировали. У него был там один командир взвода, Морозов, он про него рассказывал. Он вообще такой безбашенный человек был. И уже когда они возвращались с фронта, он заехал к нему. Когда в 1944 году наших выселяли, наших братьев, отца, мать, их выслали в Кокчетавскую область. 2 брата жили в Кустанайской области. Отец со старшим братом, мать со старшим братом были в Кокчетавской области, город Кокчетав. Наш отец тогда не знал, что нас выслали. Он, как его демобилизовали в 1946 году, поехал прямо в пригородный район. Там его задержали, на 2 суток арестовали, он просто отсидел. 2 суток его держали там. И сказали, ему там предъявлялись, зачем, мол, приехал, вас же выслали. Он сказал, я не знал. И его отправили, сказали, езжай в Казахстан, Среднюю Азию, туда. Оттуда он как вышел и попутно спрашивал, он как, и доехал до Кокчетава, ночью приехал в Кокчетав, там случайно встретил одну родственницу, он узнал, как, где его мать, брат, где остальные родители живут. И вот таким образом он в 1946 году только вернулся в мае месяце. Я помню Мухтара где-то с 1946 года. Помню, когда он вернулся, вся грудь в орденах, худой, тощий, ну, тяготы войны сказались. Он не знал, что нас семья выслана. Вот. Если даже знал, командование, видно, его уважало и ценило. Короче, он не был депортирован в Казахстан. 2 получали на него похоронку. О том, как Мухтар Илиев прошел войну, говорили и его отношения с бывшими командирами и боевыми товарищами. Связь с ними наш герой поддерживал и после войны. То его уважали в армии. В 1959 году не прописывали нас в пригородном районе. Участок был у него 20 сотых, отрезали 10 сотых, оставили только 10. Он написал своему бывшему командующему армией Малиновскому, он тогда министр был. В течение 3 дней и прописали, и участок вернули. Это говорилось то, что его уважали. Он получал много писем от своих друзей. Вернувшись из депортации на родину, Мухтар столкнулся с огромными трудностями. На первых порах ингушам было сложно устроиться даже на самую простую работу. Но наш герой никогда не отступал перед проблемами. Он не только добился, чтобы его приняли на работу, но и показал себя здесь, как никто другой. Помимо военной деятельности, также стоит отметить его трудовую деятельность. У нас в музее есть справка, сертификат
точнее, о том, что он участвовал в аграрном развитии нашей республики и Советского Союза в целости. С большим трудом, только благодаря его настойчивости и упорству его прописали, приняли в колхоз. Как и многие, действительно прошедшие через ужасы войны, наш герой не любил вспоминать об этом времени. Не рассказывал Мухтар Илиев и о своих многочисленных заслугах. Воспитал хорошую семью, 5 сыновей, 3 дочерей, любил людей, относился очень хорошо, но не любил рассказывать о войне. Очень немногословен был, он мало рассказывал. Это был редкий случай, чтобы он рассказывал про войну что-нибудь. Война, говорит, это слезы, горе, он радости никому не приносит, сыновей не рождает. Какой вам интерес, он немногословен был. Бывали такие редкие случаи в виде исключения, он когда как расскажет. Вот он говорил про командиров, как к нему относились. Одновременно строгий и безгранично добрый, наш герой любил порядок во всем. Мухтар был глубоко верующим и нравственным человеком. Старался воспитывать в младших чувство ответственности. Призывал относиться друг к другу с уважением и заботой. Чтил национальные обычаи и традиции. Сыновьями младшим он по нашим ингушским адатам пытался объяснять. И вот эта черта у него особая была. Он не просто родственникам, а просто и знакомым. Любое мероприятие, свадьба, похороны, в жизни все бывает. Вот. Он был большим организатором, хорошим организатором. Если Мухтар во дворе, за наши обычаи, за наши традиции переживать не нужно было. Он всегда советовал, чтобы уважали родителей, чтобы придерживались своих традиций. Не любил ссору. Он говорил, худой мир лучше доброй ссоры. Если вы увидели бы то, что я увидел, по мелочам вы бы и не спорили, и не принимали бы их всерьез. Такой характер можно завидовать. Не то, что можно, нужно. Характер у него очень мягкий был. Он всегда нас настаивал на уважение людей, уважение старших. Отец, он очень такой был приверженец таких наших адатов, обычаев. Старший, младший, мужчина, женщина, мать, отец. Это все у нас очень такое было. Но он в этом отношении очень строгий был. Он был вспыльчивый, но отходил быстро. Такой доброй души вообще был. Вот у нас, когда обычно бывает, вот похороны, там, свадьбы, у нас вот жертвоприношения бывают, обязательно, вот где есть сироты в селе, обязательно он там выделял. Он постоянно говорил, вот человек, когда в тяжелой ситуации, ему надо помочь. И сам он такой был. Везде, на свадьбах, на похоронах он был очень такой незаменимый человек в этих в общественных делах. Вот. И он всегда нас спрашивал, чтобы мы старших почитали, чтобы даже малейшее нарушение, чтобы если он даже одним взглядом видно было, что что-то не так, если мы сделали, на него посмотришь, уже видно было, что мы что-то не доделали. Мухтар Илиев ушел из жизни в августе 1984 года. Его уход хорошо почувствовали и родные, и все, кто имел счастье быть с ним знакомым. Как дядя он незаменимый был для нас, потому что у нас отец умер, он остался. За отца у нас он был вот на 2-3, даже нас их 4 брата было. Вот он один был, для нас всех он один был, как за отца. С малолетства почти, можно сказать. Трудно просто говорить, вспоминая его. Рано ушел из жизни. Тяготы, 7 лет он был, 4 года воевал, а в армии был 7 лет. Тяжело же, какие тяжести он перенес.
Прожил только мало, 60 лет всего с лишним. Вот такой человек был наш дядя. Этот человек такой, не то что, не считаю, что он мой дядя, такому дядю завидовать можно. Человеческое качество в нем было лучше, не знаю как даже, в отношении, значит, уважения к людям, в отношении всего жизненного вопроса, вот как он нам, как нас учил, к чему нас настаивал. Очень хороший был дядя. Только прожил мало. Он заболел в последние годы, болел он очень сильно. Один день можно узнать, как прожил человек. Один день. День его похорон. День его похорон. Там были все известные священнослужители и Чечни, и Ингушетии. К огромному сожалению, награду Мухтара Илиева, многие фотографии и личные вещи утеряны во время событий осени 1992 года в пригородном районе. Немногие уцелевшие материалы хранятся сегодня в семье нашего героя и в Ингушском государственном музее краеведения в Назрани. Имя же его навсегда в памяти ингушского народа. Доподлинно известно то, что Илиев Мухтар Идигович был награжден орденом славы 3-й степени, медалью за боевые заслуги и медалью за победу в войне над Германией. Стоит отметить то, что орден славы, который имеет 3 степени, и если собрать все 3 степени, то человек приравнивается к званию Героя Советского Союза. Среди ингушей не так много людей, которые были награждены этой высокой правительственной наградой. И в этом заслуга Мухтара Идиговича очень высока.